всегда ловила себя на мысли, что состою из противоречий. И думала, что со мной что-то не так, пока не познакомилась ближе с озером Балхаш. Оно тоже сочетает несочетаемое. Например, соленая и пресная вода, гламурный пляж и брутальная рыбалка. Рыбалка и Ирина Тен. Хотя нет, последние таки не сошлись. Или все-таки сошлись? Попытки точно были. А что вы себе представляете, когда слышите про отдых на Балхаше? Лично мне казалось, что это просто городской пляж, рыбалка и много-много-много ларьков с вяленой и свежей рыбой. Но кажется мне, что это нечто большее. В общем, я решила попробовать провести выходные на Балхаше. Но не по классической схеме. Захотелось чего-нибудь эдакого. Изучу местность и заодно кое-что вам расскажу. Здесь очень много диких пляжей. Можно приехать и уединиться, или, как сейчас модно говорить, дистанцироваться. Ваш покой нарушат только чайки, ну или шум моторных лодок. Здесь очень много рыбаков. Мне кажется, Балхаш может прокормить рыбой весь Казахстан. Ходят слухи, что Балхаш мелеет и его ждет участь орала. Но местные жители уверяют, что вода наоборот прибывает и ничего страшного озеру не угрожает. Это хорошо. В какой-то момент мне показалось, что на Балхаше не так уж интересно, и мне тут делать особо нечего. Но потом я кое-что нашла. И это вовсе не радуга, которая, безусловно, меня очаровала. Раньше для меня слово «рыбалка» означало вот так вот сидеть и ловить рыбу. А теперь это большое и увлекательное приключение. Вы увидите почему. Какие виды путешествий я знаю в Казахстане? На внедорожниках, на лошадях, велосипедах, на самолете, на поезде, ну и, наверное, все. А теперь я открываю для себя новый вид путешествий – по воде. Вы наверняка думаете, найти базу отдыха, где можно порыбачить, это не такое уж и большое дело. Но ведь я открыла для себя целый мир, и теперь его покажу. Обычно на катере или большой лодке везут на понтон, который находится где-то в середине озера среди камышей. Там на протяжении 2 дней ловят большую рыбу, совершают подводную охоту. Но я все-таки не рыбак, скорее рыбоед, поэтому мне достаточно рыбки на завтрак, обед и ужин, ну и прогулки на воде. Прогулки по самому большому озеру Казахстана. Вокруг только бесконечный горизонт. Круто же! Красиво жить не запретишь. Вот такую парковочку тут я встретить точно не ожидала. Это же почти Титаник. Кстати, это место довольно популярно. Ну а теперь несколько интересных фактов про Балхаш. Первое. Здесь прошел первый за все лето дождь, и я под него попала. Степь после него превратилась в болото, проехать просто невозможно. Но зато это второе для нее рождение, потому что она зацветет снова, как весной. В озеро впадают сразу 5 рек. Крупнейшие из них – Или и Каратал. Самое интересное, что ни одной реки не выходит из озера. Уровень воды остается всегда прежним. К вопросу про второе дно. Сам Балхаш неглубокий, в нем в среднем 5 метров, но говорят, что под Балхашом есть второе дно. Такое предположение сделали японские ученые, и там очень большие глубины. В 2003 году за одну ночь уровень воды на всем озере поднялся на 1,5 метра. Вы представляете эту массу воды? Даже если спустить сюда весь Капчагай, то это не скажется на уровне Балхаша. А тут за одну ночь прирост на 1,5 метра.
Балхаш сыграл очень важную роль в победе в Великой Отечественной войне. Каждая 5-я пуля отлита здесь, на заводе Балхаша. И, кстати, сам город Балхаш образовался, когда нашли медь. Весь судак из озера отправляется на экспорт в Германию. Там знают толк в рыбе и очень любят нашего судака. Балхаш коварен. Капитаны, моряки Балтийского моря с усмешкой спускались на озеро и быстро приходили в ужас от острых, словно карниз, и частых волн озера. Встречают по одежке, провожают по уму. Это как раз про озеро Балхаш. Раньше для меня это был обычный водоем, поросший камышами, и я всегда его просто проезжала. Ну а теперь он для меня открылся и заиграл самыми яркими красками. Я его и озером-то не могу назвать, да это же целое море. И сюда обязательно нужно приезжать отдыхать. Я сюда вернусь с родителями и друзьями, потому что они очень любят рыбалку. Ну вот и настало время прощаться. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк. Если вы не подписаны на наш канал, обязательно сделайте это. Ведь еще много интересного о нашей необъятной стране. Ну все, пока-пока!